Уважаемый президент, уважаемый премьер-министр, коллеги, в настоящее время туризм является одной из важнейших экономических отраслей Республики Абхазия. Страны, в которых развит туризм, получают стабильный доход, поэтому каждое государство заинтересовано в том, чтобы поток туристов увеличивался. В Республике Абхазия функционирует 683 средства размещения вместимостью 36 591 койко-место. Это данные за 2021 год. По сравнению с 2019 годом количество средств размещения увеличилось на 60%, количество койко-мест на 44%. Прирост связан с тем, что в сезоне 2021 года велась совместная работа с Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия по пересчету коечного фонда. Также хотелось бы сказать о современных тенденциях и перспективах развития туризма в мире. По данным ежегодного исследования Всемирного совета по туризму и путешествиям, за последние 10 лет совокупный вклад туризма в мировой валовый внутренний продукт оценивается на уровне 10,3%, то есть около 8,9 триллионов долларов США. Темпы роста сферы туризма 10-й год подряд опережают темпы роста мировой экономики. Количество рабочих мест в сфере туризма 330 миллионов человек. При этом одно из 4 рабочих мест в мире создается в туристическом секторе, что делало индустрию лучшим партнером в деле решения трудоустройства. Туристический рекреационный комплекс является одним из приоритетных в социально-экономическом развитии Республики Абхазия. Туристическо-рекреационный потенциал и историко-культурное наследие позволяет обеспечить интенсивное и динамичное развитие туризма в стране и интеграцию Абхазии в международный рынок туризма, что создает условия для устойчивого роста занятости и доходов населения, развития смежных туризмом отраслей и увеличения инвестиций в национальную экономику. По данным Ассоциации туроператоров России, Абхазия стала вторым по популярности после Турции зарубежным направлением для отдыха в 2021 году. Этот год оказался в плане количества посетивших Абхазию рекордным. Если говорить в цифрах, то это примерно 1,5 миллиона туристов, включая однодневные экскурсионные группы и самостоятельные автолюбители. Этому способствовала как отличная погода в бархатный сезон, так и то, что подавляющее большинство направлений зарубежного туризма остались для граждан Российской Федерации закрытыми. Курортный сезон в Абхазии начинается в мае и заканчивается в конце октября. При этом стоимость отдыха заметно отличается по месяцам. Июль и август – пик купального сезона, поэтому цены проживания выше, чем в июне и в бархатный сезон. Примерная стоимость на одного человека при двухместном размещении в отеле в системе «Все включено» на 7 ночей в июне составляет от 15 до 30 тысяч рублей, в июле-августе от 30 до 50 тысяч рублей, в бархатный сезон от 25 тысяч. Если система «Все включено» не является обязательным условием для отдыха, цены будут ниже. Стоимость проживания в частном секторе начинается от 1000 рублей за номер в сутки. Однокомнатную квартиру можно снять за 1000 рублей, двухкомнатная будет стоить 1500 рублей. Стоимость жилья зависит от условий близости к морю и сезону. В высокий сезон предложения стоят значительно дороже. Возможно подорожание отдыха летом 2022 года. Это связано с последними событиями в мировой экономике. Санкции против России со стороны западных стран и Евросоюза не могут пройти мимо республики, так как она находится в рублевой зоне. И большая часть товаров, необходимых для оснащения, функционирования и обеспечения материально-технической базы гостиниц, доставляется из Российской Федерации. По анализу, проведенному среди наших туроператоров, в среднем цены могут подняться от 20 до 30%, в зависимости от цен на рынках. Спрос на абхазское направление в данный момент приближается к доковидному периоду. Больше всего
В годовом выражении выросли цены на размещение в топовых объектах. Наблюдается также увеличение цен в экскурсионной сфере, в частности, на брендовых объектах турпоказа. Так, с 1 мая текущего года стоимость входного билета в КПП «Рица» поднялась на 100%, на Афонский комплекс, на Афонскую пещеру на 40%. Данная мера позволит решить вопрос по проведению ряда ремонтных работ в административных помещениях комплекса, ровно как и завершение уже начатых. Также ремонта железнодорожного полотна, комплексный ремонт или полная замена центрального распределительной подстанции, которая была запущена в 1973 году. РУП ПК Пицунда. Проведены различные подготовительные и строительные работы объекта. В корпусе АПСИН начаты и завершены работы по реконструкции 3 этажей в 2021 году. В 2022 году ожидается полная реконструкция 10 оставшихся этажей. Завершение данных работ ожидается буквально в ближайшие дни. Данные восстановительные работы проводятся за счет предварительных оплат туроператоров. Организована ежедневная работа по благоустройству уборки территории всего комплекса. На набережной курорта проведены работы по демонтажу всех торговых точек, по строительству 43 павильонов для дальнейшей организации торговой зоны, а также ведутся частичные работы по ремонту корпусов Амзара и Маяк, которые нуждаются в полной реконструкции. В связи с ростом сегмента потребителей туристических услуг возрос спрос и на качественный отдых, комфорт, разнообразие услуг и досуга во время отдыха. Эта тенденция имеет место и с вводом более высокого качества объектов. К началу курортного сезона открываются ряд таких новых объектов. Отель «Апсны» в курортном поселке Бамбора на 200 номеров. Пансионат «Нарт» на 268 номеров. Отель «Гранд Отель Сухум», обновленный дом отдыха «Золотые пески», город Пицунда, бывший Кудры. Отель «Апсилия» в городе Сухум, парк-отель «Скайтера» в Новом Афоне, бывший отель у монастыря. Это все оказывает положительное влияние на развитие курортной сферы республики и, в общем, обеспечивает стабильный спрос на отдых. Особо хочется отметить открытие больничебного комплекса «Амра» в городе Гагра. Сероводородный источник на 42 ванны с услугами душа Шарко, гидромассажем, грязелечением, одним словом, весь спектр больничебного лечения. Комплекс запущен на данный момент на 30%. В советское время летом данный комплекс посещало 1500 человек, в зимний 800 человек. После полной реконструкции прогнозируется увеличение посещаемости, так как в советском прошлом данный комплекс работал до 16:00 с 2 выходными в неделю, а в настоящее время комплекс работает до 19:00 каждый день. В соответствии с планом мероприятий Министерства туризма за 2021 год были проведены определенные мероприятия, направленные на продвижение национального туристического продукта, а также популяризацию наших курортов за пределами республики. За 2021 год Министерством было оказано содействие в съемках развлекательного информационного контента 3 группам блогеров, чей контент в дальнейшем был распространен через систему YouTube. Для примера, одна из передач за 3 месяца получила более 1 миллиона просмотров только на одном канале. Также провели ряд рекламных туров. Такие мероприятия способствуют увеличению турпотока, налаживанию дружеских и деловых отношений между представителями турбизнеса напрямую. В рамках рабочей поездки в Москву был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. Также Министерство приняло участие в заседании Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В ходе заседания была отмечена необходимость возобновления морского туристического сообщения Сухум, Сочи, Геленджик, Крым. Так, с 5 мая 2022 года, благодаря усилиям нескольких коллективов, впервые за долгие годы был запущен туристический теплоход «Грифон» из Сочи в Сухум.
То есть за долгое время возобновлено сообщение между городом Сочи и Сухумом. Теплоход вмещает 120 пассажиров, средняя скорость 24 узла, стандартный билет из Сочи в Сухум стоит 2500 рублей, детский 1500 рублей, рейс занимает 3 часа 15 минут. Одним из основных драйверов развития туристического потока являются событийные мероприятия. Несмотря на все преграды и сложности, связанные с началом спецоперации на Украине и отсутствием многих европейских стран, все-таки состоялось такое важное событие в сфере туризма, как Международная туристическая выставка МИД 2022 года. Данная площадка дает возможность выстраивать деловые контакты с турбизнесом и реализовать туристический потенциал Абхазии на международной арене. Сотрудники нашего ведомства проводят мониторинг основных туристических маршрутов, осуществляют выездные проверки на наличие экскурсионных путевок единого образца и нагрудного знака бейджа, выданного согласно реестру министерства, а также в соответствии с лицензированными требованиями и условиями, предъявляемых туроператорской деятельностью. В этом году круглосуточно работает горячая линия, по которой любой желающий может получить необходимые сведения относительно отдыха в Абхазии. Министерством в ходе мониторинга интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Республику Абхазия, было выявлено несколько сайтов. С 1 апреля 2022 года ведутся аттестация экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов по туризму, осуществляющих деятельность на территории Республики Абхазия. Парламентом Республики Абхазия в нынешнем году внесены изменения в закон Республики Абхазия о туристической деятельности и в Кодекс Республики Абхазия об административных нарушениях в целях совершенствования правового регулирования экскурсионной деятельности. Главная цель закона – это борьба с нелегальными гидами, которые проводят экскурсии на территории Абхазии, искажают нашу историю, обычаи народа, рассказывая мифы о республике, выставляя народ в невыгодном свете и тем самым подрывают имидж всего государства. Закон закрепил на законодательном уровне требования наличия гражданства своей страны для экскурсоводов, гидов, переводчиков, инструкторов по туризму, а также специального образования для осуществления данной деятельности на территории республики, что позволит исключить ситуации непрофессионализма, некомпетентности предоставления соответствующих услуг. Таким образом, согласно изменениям, внесенным в законодательные акты в сфере туризма, уполномоченным органом государственного управления, осуществляющим взыскание штрафов и рассматривающим дело об административных нарушениях, является Министерство туризма Республики Абхазия. Во исполнение туристического законодательства Министерство туризма Республики Абхазия совместно с Министерством внутренних дел Республики Абхазия будут осуществлять плановые контрольные мероприятия по выявлению правонарушителей в сфере оказания услуг, экскурсоводов, гидов, переводчиков, инструкторов по туризму. Также в Министерстве разработано 2 нормативно-правовых акта, обеспечивающих реализацию вышеупомянутого закона. Это проект положения об аттестации экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов по туризму, осуществляющих деятельность на территории Республики Абхазия. И проект правил оказания услуг экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов по туризму, которые проходят процедуру согласования в ведомствах. Несмотря на положительную тенденцию, существует ряд основных проблем, ограничивающих эффективное развитие туристической сферы. Прежде всего, хочется отметить проблему учета количества туристов. Одной из актуальных, важных проблем является количество туристов, посещающих нашу республику. Пограничные службы не ведут данную статистику. Официальные данные по количеству пересекших границу лиц Министерство туризма Республики Абхазия
предоставляют на основании официального письма погранслужбы Республики Абхазия, которая запрашивает данные сведения у своих российских коллег. В предоставляемых сведениях нет разделения на лиц по целям посещения, учитывается только общее количество пересекающих государственную границу лиц в обе стороны. То есть это и туристы, граждане Республики Абхазия с российскими паспортами. Хочется привести пример, который произошел совсем недавно. На встрече в Государственной Думе Российской Федерации абхазская делегация встречалась со своими российскими коллегами. В ходе дискуссии было сказано о большом потоке туристов в Абхазию, более 5 миллионов человек, которые пересекли границу, и увеличение туристического потока в 2022 году до 7,5 миллионов человек. Ну, во-первых, это физически невозможно на данном этапе развития нашей страны. Нашу страну посетило не более 1,5 миллиона человек в 2021 году. Большая часть из этой цифры – это экскурсанты одного дня. К сожалению, аналогичная ситуация происходит в средствах размещения. В целях сбора единообразной статистической информации в туристической сфере, предоставляемой разными государственными ведомствами по поручению главы государства Республики Абхазия, Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия совместно с Министерством туризма осуществляют выездные проверки для выявления количества койко-мест в коллективных средствах размещения, которые продолжаются в настоящее время и затягиваются в связи с необходимостью обработки запрашиваемой информации. Министерство туризма Республики Абхазия осуществляет заполнение паспорта каждого объекта размещения, в котором отражены основные сведения, показатели их деятельности. Планируется создать картотеку объектов в печатном и, соответственно, в электронном виде. Наши пляжи. Пляжный отдых на сегодня является наиболее привлекательным для гостей нашей республики и ее не слишком развитой инфраструктуры. Однако предстоит еще немало сделать, чтобы наши пляжи стали безопасными во всех отношениях. На сегодняшний день практически отсутствуют спасательные станции, без которых в советское время не функционировал ни один пляж. К сожалению, это относится ко всем районам республики. И, к сожалению, ни одно лето не обходится без трагических происшествий, что нередко связано с купанием в нетрезвом состоянии. Необходимы активные действия со стороны администрации городов и районов на изменение данного положения дел. Немаловажным негативным обстоятельством является использование диких животных. Необходимо упорядочить деятельность по использованию в качестве объектов турпоказа диких животных и местах скопления туристов. Эта проблема особо актуальна на экскурсионных маршрутах, таких как озеро Рица и Новый Афон, в местах скопления людей. На остановках в ходе следования маршрута туристам предлагают совместные фото с различными дикими животными, которые не могут представлять опасность для здоровья туристов. Животные в большинстве случаев содержатся в трудных условиях и работают на износ с нарушениями норм СЭС. Отсутствие ветеринарного заключения о том, что животное здорово. Для упорядочения такого рода деятельности необходимо создавать контактные зоопарки, в которых туристам будет предоставляться возможность ознакомиться с представителями дикой природы с соблюдением всех норм безопасности. Также хочется отметить обстоятельства, которые связаны с повышением цен. Высокие цены на продукты. Цены в республике на продукты питания на рынках во многом зависят от туристического сезона. В пик сезона, ввиду большого спроса, средняя цена на продукты увеличивается. Это отражается на повышении цен в ресторанах и кафе, а также на услуги питания, предоставляемых в самих отелях. Самые высокие цены на рынках города Гагра и города Пицунда. В летний курортный сезон цены
поднялись в среднем на 20-25%. Это сказывается на ценообразовании в ресторанах, кафе и других объектах питания. Средний чек в столовой на человека летом составляет 500-700 рублей. В кафе 600-1100 рублей. В ресторане 1800-2500 рублей. Большинство продуктов поступают к нам в виде импорта из Российской Федерации, и цены на эти товары гораздо выше, чем продукты местного производства. А повлиять на уровень цен не предоставляется возможным. Наша сельхозпродукция на рынке представлена в очень маленьких объемах и не в состоянии обеспечить продукцию большой поток приезжающих людей. Необходимо развивать аграрный сектор, производство продуктов, овощеводство, животноводство и так далее. Актуально развитие сельского туризма как одного из видов активного отдыха. Это в будущем окажет положительное влияние на развитие сел Абхазии и поднятие их на новый уровень востребованности на рынке туристических услуг. Также, к сожалению, к слабым сторонам можно отнести ярко выраженная сезонность туризма, устаревшая материально-техническая база коллективных средств размещения, сервис в гостиницах в низком уровне, а также несоответствие услуг транспортных компаний качеству предоставляемых услуг, недостаток квалифицированных специалистов и профессионально подготовленного обслуживающего персонала, непривлекательная туристическая атмосфера, неухоженность городов, отсутствие объектов развлечения, навигации для туристов и так далее. К сожалению, мы не смогли сохранить в надлежащем виде наши города. Особенно это относится к городу Сухум и городу Гагра. Потенциал районов неравномерно используется. Нам нужно создавать туристические кластеры. Не всегда доброжелательное отношение к туристам тоже является негативным фактором. Наряду со слабыми сторонами нельзя не отметить и сильные наши стороны. Выгодное географическое положение, наличие уникальных и разнообразных природно-ландшафтных условий и ресурсов позволяет развивать практически все виды туризма: пляжный, рекреационный, культурно-познавательный, деловой. Медицинский, экологический, сельский туризм, морские круизы и так далее. Транспортная доступность, доступность сразу нескольких видов транспорта: водного, автомобильного, железнодорожного. В перспективе открытия аэропорта, воздушное сообщение, которое было с 1936 года. Открытие регулярного морского сообщения между... 21 человек погиб, правильно? 20 человек погибло. Вот вы в своем докладе сказали о том, что у нас нет станций, спасательных станций. В информации министра немножко другая история, нет? Как это у нас нет спасательных станций? А те отели, которые работают, разве за ними пляжи не закреплены? Разве в штате отелей не должны быть спасатели? Безусловно. Разве у них не должно быть спасательных средств, людей, которые несут ответственность за это? Просто мне интересно знать, что у нас там происходит. Аслан Георгиевич, в средствах на пляжах, которые прилегают к местам размещения, гостиницы и отели, конечно, есть спасатели. Речь шла о муниципальных городских пляжах. На данный момент, по нашей информации, ни на одном городском пляже в Республике Абхазия не работают спасательные станции. Это не вина МЧС, это полностью зона ответственности глав администрации городов и районов. Хорошо. Чуть позже будут выступать главы администрации. Они на этот вопрос, наверное, нам ответят. Теперь, Тимур Владимирович, у меня вот такой вопрос к вам. Сколько денег было инвестировано в отрасль в 2021 году?
Вот новые здания, сооружения, места размещения, это же какие-то деньги тратятся. Ну, Какой объем инвестиций прошел в отрасль, сколько рабочих мест создано в отрасли? ну, на данный момент, Там 200 с чем-то мест. да. А если мне не изменяет память, вы сказали о том, что в Бамборе новый Да. объект. Вот сколько у нас новых объектов, количество койко-мест, какое количество людей там будет работать. Это же элементарные вещи, которые мы должны знать, это же ваша отрасль. Как это так? Инвестиции плохо считаются в отчетности, в строительных работах, в проектах, которые утверждаются, эти суммы должны быть. Или я что-то неправильно понимаю, Джансук Бей? Не должно быть это. Это должно быть в территориях, а вы должны взаимодействовать с территориями и знать, что делается в вашей отрасли на каждой территории. Мне кажется, что так должна быть построена работа. Или не так, уважаемые коллеги? Так, да? Не знаем, значит, сколько, да, Тимур? Плохо. Вот вы человек загруженный, у вас ответственный участок работы. Вот найдете время, вам это будет интересно и полезно. Там, где строятся все объекты, объедете, договоритесь с главами. И вот себе возьмете на пометку. Вот в этом году сделано столько-то, в планах такие-то вещи. Это то, что необходимо контролировать. Вы в своем докладе сказали о том, что с 2019 года по 2022 год количество койко-мест увеличилось на 60%. Но потом какое-то объяснение было, да? Но так же невозможно, такого же не бывает, чтобы за 2 года увеличилось на 60%. А ну, поясните Аслан мне, Георгиевич, в Абхазии чтобы это возможно? увеличилось? Эти объекты Или, не может, существовали и в 2019 году. Может быть, вы термины перепутали? Я в конце уточнил, что это благодаря пересчету. Что, То есть они существовали... Они и не до. могли увеличиться благодаря пересчету. Благодаря пересчету эти сокрытия могли быть выявлены. Мне так кажется. Но это термин налоговой службы, я не могу себе позволить. Значит, знаете что, коллеги? Вы давайте смежные термины осваивайте, ладно? Чтобы мы говорили на одном языке. Министерство и ведомства, скажем так, должны охватить всю территорию. Если добросовестно работать, такой картины быть не должно. Хорошо, что в 2021 году эти вещи были выявлены. И я полагаю, что существенный прирост поступлений в виде налогов имеет место быть. Потом вы будете выступать, министр, наверное, скажете. Вот эту работу, для того, чтобы не повторить ошибки, которые были до 2019 года, Тимур, вот то, что строят сегодня, где строят, все стройки контролируют, о стройках знают главы территорий. Так не бывает, чтобы они об этом не знали. Мы как-то на эту тему говорили. Тогда речь шла о сельском хозяйстве, какие инвестиции в район, примерно такой же ответ дали руководители районов. Я сейчас такой вопрос им задавать не буду, потому что знаю, что сейчас ситуация они уже владеют. Правильные выводы они сделали, и там до любой копейки то, что инвестируется в район, конечно же, они должны знать и знают. Поэтому в течение месяца все обойдете своими ножками, с главами, возьмете все на учет, посчитайте, сколько денег было вложено в прошлом году. Когда будем подводить итоги туристического сезона, нам об этом расскажете. Теперь о развитии туризма как отрасли. Это имеет отношение к ряду министерств, не только к вашему, в целом к правительству. Это то направление работы, которое необходимо развивать. Это безальтернативная для нас история. Поэтому в последнее время мы смещаем акцент, пытаемся решить вопрос, связанный с изменением режима и на государственной границе, потому что это является серьезным препятствием. И вопросы, связанные с открытием воздушного сообщения, вопросы, связанные с налаживанием морского сообщения, вопросы, связанные с привлечением инвестиций в страну, в том числе в туристическую отрасль, вопросы выделения мест развития туристических кластеров. Эти вещи прописаны в нашей программе.
И это масштабная работа, которая нам предстоит в перспективе. Но это немножко другое. Механизм живой, его нужно развивать, территорию свою надо очень хорошо знать. Вы тут заметили в своем докладе о развитии сельского туризма, так это вы, по-моему, назвали, да? Да. Очень востребованная история у наших соседей в Сочи. Небольшие симпатичные фермы, в котором в красивых достаточно условиях содержат коз, барашек, чистенько так. Якобы козий сыр, якобы козье молоко, якобы натурпродукт, ресторанчик, 10-15 человек работающих, и едут туда по записи. Козы все пронумерованы, аккуратные, симпатичные, и люди на этом зарабатывают деньги. У нас ни одного такого объекта нет, насколько я знаю. Это небольшие деньги, на это обратить надо внимание. Еще один вопрос, который я хотел бы задать. Сколько в стране за прошлый год или в этом году будет организовано кемпингов, автокемпингов? Это же небольшие вложения. Есть у нас примеры, хоть какие-нибудь? Сейчас это будет иметь развитие. Я помню, в моем детстве в нашем селе 2 площадки. Были просто 2 площадки, подвели свет, там был колодец, деревянный туалет, и все лето люди там жили. Это направление у нас как-нибудь развивается? На данный момент есть 2 проекта, но они находятся... Реализованный проект есть хоть какой-то, который будет работать в этом году? На данный момент такого объекта нет. Плохо. Плохо. Это плохо адресовано вам и руководителям территории. Это плохо. Это то, что мы могли бы себе позволить, если бы на эту проблему обратили внимание. Это небольшие деньги. Это вот режим, лайт-режим в работе. Не спросят, может и не придется отвечать. Просить деньги в Сухуми же проще, чтобы мозги свои завести и на территории что-то сделать. Это же проще прийти, попросить, зайти, к примеру, потом к президенту, потом еще куда-то, там какие-то деньги забрать, а пустующие территории огородить деревянным абхазским забором, даже это будет востребовано. Флаг какой-то поставить, туалет, сказать, вот вам кемпинг. В каждом районе таких должно быть несколько. Как мы это могли упустить из виду? Почему это не сделано? 2 миллиона пусть обойдется одна площадка. У нас профицитный бюджет складывается, да? Да. Куда планируем профицитные деньги вложить? Как будем вносить изменения, нужно будет восстановить средства, которые направили на выплату материальной помощи, и другие расходы. Предусмотреть такие вещи. Несколько площадок сделать в стране. Посмотрим, что из этого выйдет. Думать надо о развитии. Садись, Тимур. В следующий раз будешь выступать. Более интересно. Договорились? Вам не понравилось? Нет, мне не понравилось. Если ты думаешь, что кому-то понравилось, к счастью, мало кто слушал тебя, сильно ошибаешься. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемый Александр Золотинский, уважаемые коллеги. Организация охраны общественного порядка в летний курортный период является одним из приоритетных задач Министерства внутренних дел. Подготовка к обеспечению личной и имущественной безопасности граждан и гостей Абхазии в летний курортный период была начата с апреля текущего года, а основной этап был объявлен с 1 июня и до конца сентября, в зависимости от загруженности туристами нашего региона. При необходимости данный режим будет продлен до октября включительно. Мероприятия были спланированы с учетом опыта и тенденций прошлых лет. Проводились рабочие встречи с рядами министерств, ведомствами заинтересованными для организации, подготовки мероприятий и совместных мероприятий для обеспечения общественной безопасности.
В связи с изложенным, с 1 июня весь личный состав Министерства внутренних дел переведен на усиленный режим несения службы, а некоторые подразделения переведены на режим 50/50. Сотрудниками милиции, находящиеся в отпусках, сотрудники были отозваны на период летнего курортного периода. В горрайонах проведены строевые смотры для обеспечения должного внешнего вида сотрудников милиции. Анализ криминогенной ситуации прошлых лет показал, что с мая по сентябрь включительно в предыдущем году количество зарегистрированных преступлений против отдыхающих составило 50 фактов, из которых 46 фактов, то есть 92%, приходились на 3 района – Гагарский, Гудаутский и город Сухум. Сколько процентов? 92. Мы, безусловно, допускаем, что не все преступления были зарегистрированы, но вместе с тем мы исходим из имеющейся статистики. В связи с чем с акцентом на указанные районы проводится комплекс мер по профилактике в отношении лиц, представляющих оперативный интерес. Блокпосты Мюсера и Кадор в целях пресечения миграции криминальных элементов в районы курортной зоны будут усилены сотрудниками из числа оперативного состава Центрального аппарата. В управлениях и отделах внутренних дел разработаны планы единой дислокации, расстановка и маршруты движения патрульно-постовых нарядов, организовано взаимодействие между ними и дежурными частями, порядок контроля за несением патрульной службы, возложены на ответственных из числа непосредственно руководящего состава горрайона, а также дополнительный контроль взят Центральным аппаратом Министерства внутренних дел. Объекты курортной зоны, массово посещаемые туристами, будут взяты под особый контроль территориальными органами внутренних дел. Организовано пешее патрулирование, задействовано автопатруль. При необходимости будут привлечены силы Центрального аппарата. Силами сотрудников Управления экономической безопасности будут проводиться мероприятия в целях выявления и пресечения фактов реализации различных видов фальсифицированных алкогольных напитков и иных продукций, реализуемых в домах отдыха, санаториях и на рынках, а также в маршрутах следования туристов и отдыхающих. Под особый контроль берутся Центральным аппаратом жалобы и заявления граждан, прибывающих на отдых. Преступления, совершенные в отношении отдыхающих, будут расследованы оперативных работников, включая Центральный аппарат. В целях обеспечения необходимой информации, способствующей повышению безопасности отдыхающих, разработаны памятки с номерами телефонов и экстренных служб. Любой гражданин может обратиться в органы внутренних дел на телефон доверия и получить необходимую информацию и помощь. Всего для охраны общественного порядка и безопасности граждан, прибывших на отдых в Республику Абхазия, на 70 объектах задействованы 177 пеших патрулей, 60 передвижных милицейских групп. Всего ежедневно задействовано 340 сотрудников милиции. Еще проблема дежурных частей. Никто туда на работу не хочет устраиваться. Ну, вот такие кадровые проблемы у нас имеются. Но в целом картина, неукомплектованности в целом по МВД, по линии МОБ, в пределах 20%. А в Сухуме то же самое? А в Сухуме нет. В Сухуме картина лучше, так как у нас очень много зависит от стабильности подразделения. Руководитель уже давно, и он, в принципе, максимально вышел на летний курорт, восполнил все пробелы. Понятно. Вот выступал уважаемый министр Хишба, привел ряд цифр. Вы человек опытный. Вот скажите мне, пожалуйста, туристические маршруты основные, они известны, правильно? Так точно. Наверняка есть по этим маршрутам в учреждениях, в ресторанах, я не знаю, что там, в кафе, средства объективного контроля, так называемые камеры. Эту работу кто-то продолжает, кто-то просит руководителей на местах
вот этих предприятий, чтобы какой-то стандарт был, чтобы какое-то количество камер было установлено, с тем, чтобы это помогало вам на крупных объектах размещения. Эта составляющая, она каким-то образом стала лучше, чем в прошлом году? Или это направление работы осталось без внимания? Это вопрос и министру внутренних дел, и вам, и руководителям территории. Вот строится объект, вы сказали, новый. Есть там служба безопасности в этом объекте? Будет? Знаете вы, кто в этом объекте будет работать в службе безопасности? Это люди, которые там проблемные, может, сами воровать будут или обворовывать. Значит, Есть там средства объективного контроля. Можно их попросить об этом, бизнес, потому что безопасность – это условие. Найти общий язык, взаимовыгодно посотрудничать. Как тут обстоят дела в этом направлении? Значит, обязать с точки зрения права мы их поставить камеры не можем, но нам в С этом... точки зрения права, уважаемый министр, может, вы и не можете обязать, но есть же интерес, вы обеспечиваете безопасность отдыхающих. Адекватные руководители должны это понимать. Большинство там адекватных людей, я в этом уверен. И на эти вопросы надо потратиться. Иначе будет так, как это было в прошлом году или позапрошлом. Стрельба была в отеле, да, там 2 ранили, и все труды, значит, огромного количества людей, содействованных в отрасли, подавались как негативная история, абхазская негативная история. Да? Из этого кто-то сделал выводы. Вот здесь сидят руководители отелей, владельцы, я не знаю, потом у них спросим, они на это хотят тратиться или нет. Потом мы найдем механизмы, как убедить товарищей, чтобы они на это потратились. Сейчас мы их найдем здесь, не отходя от кассы. Разрешите доложить по этому направлению. У нас проведены рабочие встречи с руководством компании «Система» и «Я-Мобайл», которые на безвозмездной основе готовы нам помогать в этом направлении. И вместе с нами мы выработали те направления, которые нам больше всего нужно перекрыть. Значит, они нам помогают, ставят за свой счет камеры и предоставляют нам ту информацию, которая нам необходима. Что касается непосредственно объектов коммерческих, происходит картина следующая. Значит, когда у них камеры есть, однако когда мы у них информацию запрашиваем предварительно, я так полагаю, они не хотят создавать, то есть криминал на них давит, и они эту информацию уничтожают. В этой связи мы договариваемся... Если они уничтожают информацию потому, что на них давит криминал, если это так, но это из думаю, числа местных жителей, то надо, чтобы правоохранительные органы на них давили больше, чем криминал, чтобы они информацию... Ну или пересмотреть систему. Оперативными, гласными и негласными методами. Все это делается. По такому пути мы пойдем, тогда давайте, значит, по этим правилам. Мы пошли по пути привлечения вот этих больших компаний, на которых никто, то есть нету давления, Владимир Сергеевич, они нам предоставляют необходимую давайте компанию. сделаем таким образом. Товарищ министр, уважаемые руководители территории, главы районов, значит, даете поручение своим начальникам, главы, основные объекты, которые находятся на территории, собираете руководителей этих объектов, смотрите, что у них есть в плане средств технического контроля, и просите этих руководителей там, где не хватает, с точки зрения сотрудников милиции, службы безопасности, обратить на это внимание, ситуацию исправить. В конце сезона посмотрим, кто нас услышал. Тем, кто услышал нас в общих интересах, низкий поклон и благодарность. А те, кто нас не услышал, будем думать, как нам быть вместе с ними дальше, как работать. Эту работу сделаете и меня проинформируйте об этом. Задача понятна? Так точно. Глава района, начальник милиции, руководители объектов размещения. Если есть на этих объектах размещения службы безопасности, то с их участием. На место выехали, посмотрели. На объекте 5 камер. Желательно, чтобы было 10 за счет объекта, в целях же безопасности данного объекта. И динамику зафиксируйте. Иван Иванович Петров имел 10 камер, услышал нас, поставил 15. Мы ему благодарим, а мы его на самом деле за это будем благодарить.
Вот эту работу надо сделать, это первое. Второе, вы, наверное, уже полгода работаете, правильно? Так да? точно. Так точно. Уже знаете, да, наших рецидивистов, карманников, в лицо должны знать, да? Мы которых никак не можем посадить из-за нашего гуманного законодательства. Материалы не только надо передать фотографии на посты стационарные, а в гостиницы, руководителям службы безопасности. Кстати, уважаемые ательеры и руководители, значит, будем взаимодействовать. В каком плане? Достойных сотрудников, которые уходят на пенсию, будем просить взять к себе. Они контакты имеют, персонал этот знают, публику эту знают. Я вас убедительно об этом прошу. В этом вопросе пойти нам навстречу. Там, где нет, взять тех, кто уходит на пенсию, достойных сотрудников, и социальный вопрос будет решен, и вопросы вашей безопасности тоже будут решены. Потому что это очень важно. Так работают везде. В данном случае это не является никакой новеллой. Так работают там, где хотят иметь должный и правильный результат. Вот мы тоже по такому пути пойдем, да? Уважаемые ательеры, вы не возражаете? Возражаете, да? Не возражаете? Тут одна единственная не возражает. Остальные возражают. Ну хорошо, мы поработаем в этом ключе. Теперь, какое количество транспортных средств было передано в Гагру, в Гудауту? Достаточно ли мы их обеспечили транспортом, топливом, средствами связи? Что у нас там есть в этом плане? Значит, что Эти касается... патрули, которые работают, они оснащены, работу выполняют должным образом? Топливо, значит, за счет то есть, того топлива, что у нас было, мы предыдущие месяцы немного постарались сэкономить и вышли на летний курортный сезон впервые, наверное, что мы не попросили дополнительное топливо. У нас топлива своих резервов на сегодняшний день достаточно. Значит, что касается автотранспорта, максимально все, весь транспорт, который нам поступает, все распределен по горрайорганам по необходимости. Мы в ближайшее время ждем дополнительные еще машины, и они, соответственно, будут распределены по тем направлениям, где это будет остро необходимо. То есть, как вас понимать? Сегодня вопрос обеспечения транспортом. В целом решен? транспорт и бензин у нас мы обеспечены. У нас проблема непосредственно с людьми. Понятно. Неплохо бы наладить взаимодействие с коллегами из Сочи, более тесное. У нас они на очень хорошем уровне, Аслан Георгиевич, на самом деле. Хоть какие-то совместно реализованные мероприятия есть, хотя бы одно? Да, проводятся и на сегодняшний день тоже активные мероприятия. Обмен информацией идет, Так наркотики же завозят. Но- Кого-нибудь поймали вместе в рамках единой операции? Аслан Георгиевич, но мы открыто об этом как бы взаимодействие организовать не можем, оперативные службы, так как это связано с режимом. Но на личном контакте взаимодействие организовано, и мы видим сегодня результаты подразделения по борьбе, противодействию ввозу наркотиков высокие. Понятно. Мы совместно с таможенной службой тоже провели ряд встреч, и у нас прям динамика видна. Значит, еще один вопрос, на который, я уверен, руководители обратили внимание, но он требует постоянного контроля. Популярны наши туристические маршруты, придорожная торговля. Джансук Эдуардович, за это направление работы надо взяться вам, сотрудникам милиции, не напрягая лишний раз бизнес, привести все в порядок, чтобы не было контрафакта. С медом у нас такая нехорошая история. Непонятного производства виноводочные изделия, непонятного производства. Все это пока еще торгуется в этих местах. Не думаю, что это правильно. Понятно, что в рамках разовой акции эти вопросы решить нельзя, но комплексно вопросы надо будет решать, с тем, чтобы мы там не имели негативную картину. Как вы этот документ представили, причем он не требует никакого дополнительного финансирования.
судя по вашим Ну, представленным там, документам? Значит, что касается вот того плана по созданию 100% государственной компании при МВД, куда мы планируем все вот это обязательства по установлению и контролю аудио-видеофиксации, мы будем через эту компанию делать. Мы провели по этому поводу то, что я сказал, рабочие встречи, нам будут помогать компания «Система Я-Мобайл». Но у нас просто остались формальности, вот эту компанию юридически создаем, мы и на ее базе будем развиваться в этом направлении. Что касается, мы хотим систематизировать, так как все-таки видеофиксация это еще очень связано с безопасностью в целом государства. В связи с этим мы всю эту информацию будем хранить только на государственной компании при МВД, чтобы она не попадала в частные компании, в частные руки. И вот таким путем мы хотим сделать, я вам тоже уже по этому поводу докладывал. Осталось сейчас компанию создать и на ее базе начнем развитие. Сергей Иванович, надо будет нам к этому вопросу вернуться. Я соответствующее поручение давал, по-моему, да? И собрать мнение тех, кому это все было адресовано. И неделя, в которую мы вступаем, окончательное решение принять. Посмотреть еще раз, все взвесить. Решение должно быть выверенное. На этой неделе сегодня уже среда. Да, давайте мы завтра поговорим с вами на эту тему, посмотрим, а потом назначим день, когда будем принимать решение. Курортный сезон уже начался, мы запаздываем. Значит, Теперь, что касается, кстати, вот начавшегося сезона, Тимур, если брать аналогичный период прошлого года, Латипов, количество тех, кто приехал к нам отдыхать, больше или меньше? По сравнению с прошлым годом, как обстоят дела? Садитесь, сидя работаем. Примерно от общего числа в мае месяце посетило только 30%. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемый Александр Золотицкий, уважаемые коллеги, в 2021 году в Республику Абхазия посетило более 1,5 миллиона человек. Туристам, Знаем, Эдуард Бей, о здравоохранении. да, туристам, которым требовалась экстренная медицинская помощь во время пребывания на территории Республики Абхазия, оказывалась своевременно и в полном объеме. Следует отметить, что ежегодно основная нагрузка ложится на Гагрскую ЦРБ, Республиканскую больницу, Сухумскую городскую больницу, Детскую республиканскую больницу. Коечный фонд медицинских учреждений, преимущество задействованных в оказании медицинской помощи туристам следующие. Республиканская больница 410 соматического профиля, Гагрская 220, Сухумская инфекционная 60, из них 30 взрослых, 30 детских коек, Гудаутская ЦРБ 220 коек. В Гагрскую ЦРБ в течение курортного сезона обращается за сутки до 70 человек взрослого населения, а также дети от 50 до 70 человек с различными травмами, острыми гастроэнтеритами и другими соматическими заболеваниями. В рамках межправительственного соглашения 2013 года туристам оказывается экстренная неотложная медицинская помощь на бесплатной основе. В случае необходимости во взаимодействии с Министерством здравоохранения Краснодарского края обеспечивается транспортировка больных в медицинские организации Российской Федерации. Маршрутизация налажена. Учитывая, что 2021 год был периодом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, всем туристам с симптомами COVID-19 тестирование проводилось на бесплатной основе. Наши гости проходили стационарное лечение на безвозмездной основе. Такая практика будет продолжена и в период курортного сезона 2022 года. Отмечаем, что на 4 июня 2022 года подтвержденных случаев COVID-19 в лечебных учреждениях Республики Абхазия нет. Аслан Георгиевич, в инфекционном блоке Гудаутского госпиталя 0 пациентов. Последний пациент был выписан 4 июня сего года. Но мы все равно оставляем ситуацию на пульсе, держим. У нас есть блоки резервные в Гудаутском ковидном госпитале, которые мы держим при необходимости, если будут поступать больные. Эдуард, ты уже сколько времени работаешь министром? Год. Когда? 11 мая. Был год уже, Год. да? Второй год, понятно. Теперь расскажи нам историю в связи с сезоном туристическим. Нагрузка на медицинское учреждение возрастает. Да. Как мы работаем с нашими гостями? Об этом нам расскажи, пожалуйста. Ну, как мы работаем с этими гостями? Вот, Какое количество всё- людей мы вылечили в прошлом году, если есть такая статистика? С какими проблемами мы
сталкиваемся, что мы смогли за этот год улучшить, может какой-то ремонт, может какое-то оборудование, может какую-то машину приобрели, Не одну. степень готовности, может, стала лучше, чем была. Об этом расскажи нам в привязке к туризму. Так, ежегодно в среднем в медицинские учреждения Республики Абхазия обращаются до 8 тысяч туристов. Однако, учитывая, что в текущем году ожидается поток туристов значительно выше, превышающий уровень предыдущих лет, обращаемость туристов в медицинские учреждения также будет возрастать. Это не факт. Указанное, ну, судя по последним майским, да, но мы же ожидаем хороший высокий турпоток. Еще только туристический сезон начинается, поэтому говорить, наверное, мы все ожидаем, постоянно. После ковида нас, да, мы все ждем. Значит, указанное потребовало от нас соответствующих подготовительных мероприятий, которые были проведены. В целом сказать, что медицинские учреждения Абхазии готовы к оказанию медицинской помощи. Я вам скажу, что, Аслан Георгиевич, благодаря вам, да, было приобретено 7 автомобилей скорой медицинской помощи, один из них реанимобиль. Также было у нас много потрачено финансов, Это не несмотря на то, благодаря что... мне, это благодаря тем, кто нам подарил Да. эту машину. Ну, по вашей просьбе. Ну, это уже Да. другое слово. Другие лечебные учреждения, помимо того, что основной акцент у нас в прошлом году был направлен на борьбу с ковидом, руководство страны немало финансов направило в наши лечебные учреждения, где было закуплено соответствующее оборудование для того, чтобы мы на территории Республики Абхазия могли проводить достаточно высококвалифицированные медицинские операции. Оборудование, инструментарий, вот сейчас на данный момент в работе, через несколько дней он поступит в лечебные учреждения, оснащены инструментарием также и другие лечебные учреждения. Это все сказывается на уровне оперативной нагрузки, которая нас ждет. Поэтому наши гости, граждане, когда поступают в лечебное учреждение, им должна оказываться соответствующая квалифицированная медицинская помощь. Есть вопросы, которые мы, допустим, на данном этапе не можем здесь решить на территории Республики Абхазия, учитывая неоснащенность республики в определенных направлениях, такие как мы не можем делать на данном этапе коронарографию, стентирование и так далее. Нам приходится наших граждан и гостей, которые попадают в лечебное учреждение, переводить по линии санавиации в российские клиники. В этом формате у нас тоже есть хорошее взаимопонимание и на личном уровне. Мы постоянно контактируем. В этом формате у нас, как правило, отказов нет. Если приходится подключать российских коллег к этому вот моменту, вот недавно был случай, когда с кататравмой больного с падения с 11 метров мы переводили на территорию Российской Федерации после стабилизации здесь, дальше из Сочинской больницы на вертолете санавиации в Краснодарскую клинику. Такие маршруты тоже у нас присутствуют. При необходимости мы задействуем все необходимые ресурсы. Детские болезни, до 30 тысяч амбулаторных обращений в детской сфере у нас было в прошлом году. До 1000 человек стационарного пролечились детишки, учитывая то, что помимо ковида у нас были и ротавирусные инфекции, которые никто не отменял, и кишечная инфекция. Есть определенный пласт проблем, которые у нас есть с кадровым дефицитом. Это именно детские инфекционисты, детские реаниматологи. Сейчас вот я ездил в Москву с рабочей поездкой. Договоренность на встрече с руководством Минздрава, есть договоренность о том, что будут прикомандированы российские коллеги на время туристического сезона. Я просил с июня по сентябрь включительно, чтобы у нас присутствовали здесь российские коллеги. Именно по профилю инфекционных болезней. Получается? Да, я думаю, получается. И на личном уровне мы сегодня тоже встречались с нашими коллегами, с абхазскими, и сегодня созванивались с Российской Федерацией. Есть определенное понимание. И помимо того, что приедут, должны приехать по линии Минздрава, еще на дружеском человеческом уровне взаимодействие налаживать. Спасибо. Есть вопросы к министру? Вот у меня такой вопрос, Эдуард. Определенное количество мест в медицинских учреждениях, определенной направленности, Гагра, Гудаута, Чимчира, Сухума и так далее. Вот были у нас такие факты в прошлом году, год, который вы застали, чтобы мы не смогли оказать какую-то помощь или не смогли вывести в отношении отдыхающих. Если поток возрастает, что-то новое у нас появилось, какие-то ФАПы новые, какие-то места дополнительные, что-нибудь есть, или
уровень нашей, значит, готовности, он такой же, как был в прошлом году. Ну, уровень нашей готовности, я вам хочу пояснить, Руслан Георгиевич, в прошлом году, когда бушевал ковид, любой гражданин, попадающий в лечебное учреждение, был обследован. Получал бесплатно все препараты, которые полагались по протоколу. Это и кроворазжижающие препараты, и кликсан, и флексипарин, и это все, если честно, дорогостоящие препараты. И у нас были пациенты, которые говорили, что я хочу ехать в Российскую Федерацию, мы их переводили, я лично этим вопросами занимался. И был пласт пациентов, которые не хотели никуда уезжать, с большим удовольствием пролечились на территории Республики Абхазия, слава богу, они здоровы. И такие категории граждан тоже присутствовали у нас. Поэтому те граждане, которые сегодня, ну или завтра, допустим, приедут в Республику Абхазия, не дай бог какая-то форс-мажорная ситуация случается, мы на данный период, есть определенные вещи, которые мы здесь делаем, и делаем это неплохо, чем нежели в каких-то там, допустим, в российских клиниках. Я тоже 15 лет проработал в российских клиниках, я знаю, что мы там можем сделать и что здесь можем сделать. Но есть определенные компетенции, есть определенные, допустим, оснащение медицинское. Если у нас будет, допустим, хорошее оснащение, и мы подготовим наши соответствующие кадры, мы можем нашу медицину продвинуть достаточно вперед. Я сейчас разговаривал в Минздраве, встречался с руководством РМАПО, это постдипломное образование, с академиками. Они готовы на упрощенной форме нам пойти переквалификацию наших сотрудников на рабочих местах, чтобы наши сотрудники в российских клиниках проходили переаттестацию, больше участвовали именно в том, чтобы, когда есть большой поток пациентов в этой клинике, когда он работает, наш сотрудник, он набирается более такого достаточно хорошего опыта. Эдуард, я так понимаю, что ковидных больных у нас в стране нет. Да, В нет. целом, в таком случае нагрузка на здравоохранение должна уменьшиться. Так? Да, Также мы- у вас по принципу ротации откомандировали врачей с районов, с территорий. Тот потенциал, который высвободился, и те возможности, которые мы сегодня располагаем, с учетом тех транспортных средств, которые мы приобрели, медицинское оборудование, медицинские, как эти приборы называются, оборудование или Инструментарий? инструменты. Да. Мы справимся с задачей обеспечения? Однозначно. Справимся, да. И я вам хочу пояснить. Руслан Георгиевич, вот те службы и те наши коллеги, которые были мобилизованы в работу в ковид, они все вернулись на свои места, как правило, в ЦРБ. Да, это и Творчал, это Ачимчира, и Гагра и так далее. Но сегодняшний день поток пациентов, который идет с Российской Федерации, первое, это Гагра встречает, и Пицунда, поэтому основные ворота это оттуда, да, там и нагрузка всегда оттуда идет. Если будет такая необходимость, мы наши бригады будем посылать дополнительно в Гагрский район, в Пицунский район, в плане усиления наших медицинских позиций. Да, есть кадровый дефицит в определенных направлениях, и он присутствует, и терапевты есть там в Гаграх у нас сложности, и с хирургической службой есть сложности, с реаниматологами есть. Но мы, учитывая то, что мы так уже мобилизовались в ковид, мы уже знаем какие-то там правильные движения, как это все сформировать и сделать. Потому что даже и по ковиду у нас сегодня, мы, несмотря на то, что больных по ковиду нет, мы все равно сводные бригады, списки, дежурные бригады, медсестры, реаниматологи, мы все равно это держим в резерве на случай какой-то форс-мажорной ситуации. Понятно. Теперь в связи с тем, что значительная часть препаратов лекарственных завозилась с Российской Федерации, санкционные меры, импортные препараты сильно подорожали? Да, подорожали препараты. Буквально мы в ковид это почувствовали, когда подорожали там определенные препараты на 25, на 30%. Сегодня, и вот буквально на днях, когда я был в Российской Федерации, мы поднимали вопрос лекарственного обеспечения. У нас там в год было 50 по программе миллионов, потом сократили до 45. Но учитывая то, что современные реалии, что препараты, они увеличиваются в цене. Поэтому себестоимость препаратов увеличивается. Поэтому и нагрузка тоже финансовая будет другая. Понятно. Опыт предыдущих 2 лет, 2020 и 2021 год, когда COVID-19
создавал угрозу жизни и здоровью человека, был нарушен естественный жизненный уклад в Республике Абхазия, нацеливает государственную санитарно-эпидемиологическую службу на решение комплекса санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических и административных мероприятий, направленных на устранение завоза и распространение инфекционных заболеваний в Республике Абхазия. Мониторинг эпидемиологической ситуации в мире и ближайших территориях позволяет рассчитывать риски и подготовиться, то есть провести профилактические мероприятия. Коэффициент рисков возникновения любых инфекционных заболеваний растет с увеличением количества находящихся лиц на определенной территории. В курортный сезон в Гагранском районе этот коэффициент от 12 до 30 в зависимости от месяцев. В Гудаутском районе 7-9, по городу Сухум 8-10, в Гульрипском районе 3-4, в Ачимшире Куарчале 1-2 и по Галскому району практически не меняется. По критериям передачи инфекции учитывается ее контагиозность. Для своевременной изоляции источников инфекции необходима четкая быстрая система информирования. По результатам взаимодействия с представителями ВОЗ нами ожидается получение оборудования по электронной регистрации выявленных больных, установка сервера на базе Государственной санитарно-эпидемиологической службы для единого учета всех случаев обращения пациентов в лечебное учреждение. После настройки программы станет возможно оперативное реагирование на вызовы инфекционных угроз. Далее, зная нагрузку на санитарно-эпидемиологические станции в районах, управлением службы могли бы использоваться специалисты из других СЭС для проведения контрольно-надзорных мероприятий в наиболее туристических местах Абхазии. В настоящий период есть положительные моменты со стороны самих объектов туристического бизнеса. Стали заключаться договора по предупредительному производственному контролю. Объекты самостоятельно следят и создают благоприятные условия отдыха и питания своим гостям. Данные случаи пока единичны, но радует, что не надо принуждать к самоконтролю хотя бы ведущих туроператоров, которые задают авторитетность культурного отдыха в Республике Абхазия. Надо вспомнить, что на объектах туризма должны применяться все основные меры профилактики и коронавирусной инфекции, и пищевых отравлений, и других так называемых летних заболеваний. Нацеливаю туроператоров усилить контроль за санитарно-гигиеническими, санитарно-противоэпидемическими мерами на своих объектах. Особое место здесь занимают объекты организованного общественного питания. Чистота и порядок, проверенный с медицинской стороны персонал, наличие опрятной спецодежды, наличие антисептиков, дезинфицирующих моющих средств. Все эти аспекты будут находиться в зоне особого внимания санитарных служб республики. К другим недобросовестным бизнесменам будут применяться все возможные меры, означенные законом Республики Абхазия о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Предложение Государственной санитарно-эпидемиологической службы в этот курортный сезон – это первое. Продолжен функционирование санитарно-карантинного поста на пограничном переходе Ингур, провести проверки готовности лечебно-профилактических учреждений к приему пациентов особо опасными инфекциями и массовым пищевым отравлением, рекомендовать Министерству здравоохранения РА воссоздать службу специализированной медицинской помощи инфекционным больным на базе единого центра, как это было организовано на примере COVID-19, рекомендовать объектам туристической сферы самостоятельно отслеживать санитарные и противоэпидемические меры по профилактике бактериальных, паразитарных и пищевых отравлений. На базе Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории наладить исследования за рекреационными территориями, особенно по состоянию морской воды на наличие холерного вибриона. Все возможности для этого имеются. Ждем распоряжения по итогам данного совещания. Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории организовать лабораторный контроль 8 летних инфекций. Это рота, нора, астровирусные заболевания, а также бактериальные, шигеллез, сальмонеллез и так далее. Поступивший биоматериал из всех лечебных учреждений будет отрабатываться, как я сказала, на базе Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории. Нас обеспечил Минфин, постарался, обеспечили всеми тест-системами.
Также я бы просила рекомендовать Министерству по туризму организовать выпуск наглядных листовок, флаеров по мерам профилактики основных летних заболеваний и пищевых отравлений для раздачи отдыхающим в сфере зарегистрированного, то есть легального туризма. Вот, и хотела бы, чтобы была проведена совместная работа с Министерством иностранных дел, Миграционной службой Республики Абхазия по передаче данных лиц, приезжающих из государств Африки, Восточной Азии и Юго-Восточной Украины, территорий эндемичных по особо опасным инфекционным заболеваниям, представляющие опасность для населения Республики Абхазия, в Министерство здравоохранения для общего реагирования. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Есть вопросы? Вопросы есть? Вопросов нет. Вы согласны с инициативами? А? Хорошо, все, спасибо. Спасибо. Пожарная безопасность объектов размещения, посещения туристов, обеспечение безопасности на водных объектах, а также туристических маршрутов в горных частях республики. Одной из составляющих части безопасности отдыха гостей республики является состояние объектов размещения и посещения туристов. Вне зависимости от формы собственности того или иного объекта туризма, требования по противопожарной безопасности едины для всех. Государственный пожарный надзор МЧС Абхазии на постоянной основе проводит проверки туристических объектов от стадии их строительства до сдачи в эксплуатацию. Закон позволяет нам при несоответствии объекта установленным правилам противопожарной безопасности не подписывать соответствующие акты приема. Что же касается уже действующим тургостиницам, то в случае необходимости и основываясь на данные проверки, сотрудники МЧС РА могут инициировать полное закрытие объектов до устранения выявленных нарушений по части противопожарной безопасности. Вот некоторые цифры по вышеозначенной тематике. В 2022 году, начало курортного сезона, проведены детальные пожарно-технические обследования на 116 объектов. В ходе данной проверки было установлено, что многие из них работают с нарушением правил пожарной безопасности. Основными из них являются отсутствие пожарной сигнализации, отсутствие первичных средств пожаротушения, отсутствие внутреннего противопожарного водопровода, нарушение правил устройств и эксплуатации электроустановок. Руководителям объектов вручены предписания с конкретными сроками устранения нарушений. В общей сложности вынесено 35 постановления о наложении административного взыскания в виде штрафов на общую сумму 325 500 рублей. Территории, которой было оборудование, где были спасатели, спасательные средства. Кто-нибудь утонул, такое было? Или это все за пределами подготовленных мест? За каждым туристом, как правило, отслеживать невозможно. Понятно. В зависимости от погоды, когда идет свыше 3-4 баллов, на море категорически нельзя купаться. В основном крупных туристических объектов об этом предупреждают. Там находятся специально обученные люди, есть плавсредства. Но свыше 3 баллов в море заходить невозможно. Даже плавсредства нереально использовать. Мы попадали с таким случаем, мы с такими сталкивались, мы и на вертолете прилетали, старались сверху вытаскивать. То есть были случаи, когда на оборудованном пляже после предупреждений люди все-таки заходили в море и погибали? Было? Да. Сколько из 20 таких случаев? Ну, из 20, наверное, процентов 30. На оборудованном пляже? Да. Зная, что в шторм нельзя, да. И так далее. Даже больше, можно сказать, потому что всегда предупреждают. Были случаи, мы вытаскиваем, а рядом опять лезут, а там 3-4 балла, невозможно выходить на море, но они не слушают. Потом
очень сильно расслабляются, это вот в нетрезвом состоянии, не смотрят за детьми. Были случаи, женщина погибла, утонула вместе с детьми в прошлом году. Вот, один ребенок остался, и там и местные, ну, когда такие трагические моменты случаются, тут и местное население, и сотрудники МВД, и все вместе взаимодействуем, делаем все возможное для того, чтобы спасти. Но во многих случаях море не любит пьяных людей, как говорится, и поэтому вот случается. Она, кстати, не на море это случилось, когда на море не разрешили ей купаться, она пошла на русло реки Бзып, где входит в море, и она с детьми, она не знала, насколько она быстрая река, и ребенка сбила, она побежала за ребенком, а дети остальные за ней, и вот там рядом оказался человек, который одного ребенка вытащил. Вот и по незнанию, вот, а второй ребенок держала маленькую пятилетнюю на себя около часа, потому что доплыть до них невозможно было, волны не давали такую возможность. Ну, ребенка, 2 детей мы тогда спасли. Вот. Есть вопросы к министру? Ну, я хотел бы сделать акцент. В плане материального обеспечения необходимыми плавсредствами, необходимыми принадлежностями, там багры, спецодежда, что имеешь? Но сейчас... Новое что-то приобрели? Но сейчас могу сказать смело, что все подразделения МЧС Республики форменной одеждой обеспечены. Вот только что получили. Специальная одежда А специальной одежды у нас сейчас не хватает, ну, имеется в виду боевки и так далее. Мы их и не покупали раньше, ну, то гуманитарные, то дарили, но я думаю, что в ближайшее время мы займемся этим вопросом. Все. А сколько человек у нас погибло в прошлом году при пожарах? 7 человек. По причине? По причине не в трезвом... Это частные дома были? Частные квартиры, в основном в квартирах. Но не в трезвом состоянии, не закурил, или печка упала, там не обратили внимания и так далее. И вот по таким... Везде присутствует человеческий фактор. В основном электропроводка. Вот. Я хотел бы сделать еще акцент на вот эти туристические маршруты, которые не согласованы, потому что мы с этим сталкиваемся, это большая проблема. Дело в том, что ни Минтуризм, ни мы не в курсе про существование этих маршрутов, их и нет практически. Вот. Но якобы, я не знаю, как их назвать, собирают проводники, которые по интернету собирают людей, которые любят экстремальный туризм, и выбирают самые сложные маршруты. Мы не знаем, где они находятся, по какому маршруту, случайно по спутникам как-то выходят на связь, и мы начинаем искать. Здесь самый главный фактор – это вопрос времени. Времени мы тратим на определение, где, в каком районе, и поэтому возможно спасение в таких случаях людей остается. А как с этим борются в других странах, в той же России, например? Вот люди не предупреждают, пошли как самостоятельно. Что с этим делать? Там законом приписано, таких людей штрафуют. Безусловно, они будут оказывать помощь, но все затраты связаны с поиском и так далее. Конечно, чтобы людей искать, в этом как раз таки особую роль играет авиация. Несмотря на то, что у нас маленький вертолет, мы десятки, сотни людей благодаря этой авиации вовремя. Во-первых, если отправить в горы машины, 2-3 машины надо, 2 суток надо пешком добираться. А вертолет в течение полчаса мы любую территорию можно обследовать и увидеть, где находится, что-то можно им скинуть, уже и морально
подготовить, что мы их ищем, это играет очень важную роль. А у нас есть такие правила, когда поиск, затраты, связанные с поиском, ложатся на того, кому помогли? С съезда отдыхали эти туристы. Есть такое обращение, если мы, и хотят узнать наше мнение, если мы готовы, так сказать, поддержать, они там проработают на российской стороне с необходимыми службами. Такое же было, правильно, в советское время? В советское время очень популярный был это турбаза 17-го съезда комсомола. Она А тогда... вопросы, связанные с переходом границы, как решаются в таком Но случае? это надо будет решать, они будут решать там с ФСБ. Если мы даем добро, если мы поддерживаем это, они будут прорабатывать. Это обращение было вот из Карачаево-Черкесии, там есть Северокавказские академия. Вот ректор его вот этот хочет возобновить этот проект. Если мы даем добро, они будут прорабатывать ФСБ и другими структурами. Ну, посмотрите. Они не знают, что у нас дороги нет. А Для зачем? того, чтобы этот проект осуществить, надо отремонтировать 104 километра дороги. Ну, понятно, они... К сожалению. Нет, они в советское время тоже на машинах не ездили. На Они- машинах. Не-не-не, ну я знаю, я же на турбазе рядом жил, я же знаю, как это происходило. После Южного Ну, вот приюта вот. на машинах сюда привозили. Да, можно было на машине ехать, но эти туристы, которые пешком ходят, они сегодня что, на машине ездят? Они переходили пешком, прошу прощения. Пешком, правильно. Переходили пешком, Да. после Южного приюта их привозили в турбазу, в город Сухум, Новый Афон на машинах. К сожалению, это выгодно. Ну и сейчас, удобно. Ну, давайте. если мы можем им сказать, что мы, в принципе, согласны, пусть прорабатывают. Ну вот, Я поговорите. скажу о том, что дорог нет, Сергей пускай Иванович, думают. министр по туризму, министр МЧС, посоветуйтесь, можно это сделать или нет. Если они хотят ходить или пройдут 104 километра пешком, да ради бога. Это Путин этот вопрос ставит как раз на встрече в Пицунде, когда мы собирались, и помните, Александр Володинский, он про эту дорогу начал. Там. И что? Ну и так вот мы сказали, что наша делегация сказала, что просчитаем, просмотрим и дальше будем. И так ее надо строить. Если позволите, касаемо горных маршрутов, у нас ни одного, к сожалению, маршрута нету, ну, во всяком случае, я не знаю, который бы соответствовал, или же, вот в Минтуристе мы тоже говорили об этом, с Минтуризмом, который утвержден, и группы могли ходить. Понятно. Вот. И по сплавам тоже у нас проблемы. Слава Богу, сейчас Рицинский парк запретил на реке Юбшара и Гек, чтобы туристы не плавились. Это мы с удовольствием восприняли, правда? Потому что тоже не оборудованы необходимыми средствами, стихийно организовывают, и в результате иногда все это заканчивается очень плачевно. Значит, Вот. понятно. Но и на Бзыбе есть определенные проблемы, они знают. Там есть такие места, как ущелье, вода заходит в скалу. Если не дай, даже там бревно бросят, мы как эксперимент проводили, они щепками выходят. Мы искали с какого города, я сейчас не помню, с Отрасли курортного туризма задействовано порядка на 1 июня 2022 года задействовано 930 налогоплательщиков, то есть субъектов экономики. Всех вместе. Да, и индивидуальных предпринимателей, и физических лиц. А сколько работает, по вашим данным? Такой информации у нас нет. Хорошо, сейчас. Сколько? Далее. Сколько работает? Задействовано порядка 3000 человек, 3433 работника, и это плюс к прошлому году 1156 человек. Итого. Итого 3433 человека. А по вашим данным, сколько в отрасли работает? Что значит курортная отрасль? Кто платит налоги? Лица занятые, самозанятые, как это
принято говорить. Количеству койко-мест. По количеству койко-мест на 1 июня 2006 года количество тоже подросло до 36 985 койко-мест. Прирост к 2021 году составляет порядка 480 койко-мест. В процентном соотношении, если сравнивать с 2021 годом, это 1,3%. То есть в этом направлении тоже есть определенная динамика. В общем, если говорить о показателях выручки за 2021 год, в целом от отрасли, значит, мы получили выручку в 4,5 миллиарда рублей. В разрезе, если брать, это прямая выручка от средств объектов размещения 4,4 миллиарда рублей и от экскурсионной деятельности порядка 194 миллионов рублей. Если говорить о начисленных и уплаченных налогов от отрасли в целом, следующие данные. Уплачено в 2021, по результатам 2021 года было 525 миллионов рублей от, значит, то есть я говорю сейчас о прямых налогов от объектов размещения. Еще порядка 24 миллионов рублей в виде налоговых платежей мы получили от экскурсионной деятельности. В целом от данной отрасли мы получили 550 миллионов рублей. Если говорить о структуре поступлений, то 60% налоговых поступлений от данной сферы приносят нам 20 крупнейших объектов. Большинство из них, соответственно, располагаются в Гагарском районе, далее идет Гудаутский район. Еще раз, 20 объектов дают 60% поступлений. 20%, да? 20 объектов. 20 60% объектов поступлений. Да, то есть они дают, если брать в процентном соотношении, количество койко-мест, которое у них есть, составляет 28% от общего числа. Выручку они показывают 75% от общей выручки, ну и уплачивают 60% налогов, которые поступают именно от этой отрасли. Понятно. То есть это что? Это нормально или тут какой-то перекос? Нет, ну в принципе ситуация нормальная. Здесь речь идет о том, что, как говорится, главная крупный доля... бизнес более ответственный? Естественно. В этом плане, да. В этом плане, да. Понятно. Далее, если говорить о задолженности, которая сформировалась на 1 января 2021 года, то она составляла порядка 27 миллионов рублей. На 1 июня 2022 года задолженность у нас составляет 65 миллионов рублей. В целом хотел бы сказать, что при общем снижении задолженности по объектам увеличение показателей произошло за счет появления задолженности у одной крупной компании. Но в данный вопрос информацию по средней заработной плате и дали соответствующие поручения службам уделить этому особое внимание. С этого периода налоговая служба по своей линии занимается мониторингом этого вопроса. Более того, те организации, на первоначальном этапе все объекты, то есть крупные налогоплательщики в этой сфере были приглашены на соответствующие беседы в налоговой инспекции. Была проведена соответствующая работа и доведена задача, которая была озвучена вами, которая абсолютно является реальной. Задача заключается в том, чтобы... Она еще является справедливой, по-моему, нет? Законной, справедливой и обязательно, я бы хотел добавить, потому что сокрытие реальных объемов заработной платы, выплачиваемой сотрудникам, является уже уголовно
преследуемым наказанием. Как? За это следует уголовная ответственность, то есть помимо всех остальных. Но в случае привлечения к уголовной ответственности нам пока еще неизвестно, да? Пока нет, пока нет. Нам известны другие случаи. Но по итогам этого